Островец, город, где все на виду, улицы, дома, судьбы. Здесь, возле столовой, много лет назад встречались двое. Он, водитель, только из армии, с короткой стрижкой в белесой рубашке. Она, кондуктор с пачкой билетов на городской транспорт. Судьбу тогда предсказывали по всему. Аист на трубе, тапочки, брошенные на коляды, да дрова охапками. Все сошлось. Потом были рейсы на КамАЗ по всей стране, бандиты в 90-е на трассах. Свой хитрый сейф под машиной, чтобы уберечь заработок. Была первая квартира на 4-м этаже, от которой кружилась голова, и дом с огородом, где вздохнули свободно. 3 детей, 8 внуков, скоро родится правнучка, и еще вышитые картины с сотнями цветов и театральный кружок «Маска», куда она пришла, чтобы не круглеть на диване. Они прожили вместе больше полувека. Вот их история, без прикрас, но с той самой любовью, которая, кажется, начинается с аиста на трубе. 2 брата-близнеца. Один сидит с одной стороны, другой сидит с другой стороны. На одного посмотрю, на другого посмотрю. Один, что мы даже одеты одинаково. Только из армии пришли, стрижки короткие, рубашки белые, брючки такие все аккуратненькие. Ну вот, так познакомились. Потом как-то больше один приметил и стал ухаживать. Ну, а потом уже все-таки после танцев пошли гулять мы вдвоем. Ну, а чем привлекла вас Валентина вот сразу? На что бросили взгляд? Молодая. Ну, я бы... Что тут можно сказать? Понравилось? Все, да. И он в обеденный перерыв, я работаю в сельхозтехнике, ходил в столовую обедать. А я работала кондуктором на автостанции. И мне нужно было в автобазе в конторе взять билеты и идти на автостанцию на работу. Я через весь Островец шла с этими билетами, и каждый раз он возле столовой. Но это же было не каждый день, это было там... Ну, он же не всегда был на обеде в столовой, иногда ездил рейс, не было он там. И мы еще один раз ездили в Минску цирк. Тоже холодно было уже, я помню, хотела так пофаршить, одела зимнее пальто, сапоги-чулки осенние, тоненькие, и капроновый платочек, чтобы быть такой модной. Поехали в Минск цирк, и я там простыла, и заболела воспалением легких, и легла в больницу. Вот они приезжали ко мне отведывать. Хатынь, Курган Славы, что там еще было, тогда, может, еще не было того Кургана Славы. Ну, это вообще вот эти мероприятия, а потом мы уже ехали в автобусе, и уже когда возвращались из Минска, было темно. Ну, все там пообедали, стали придремать, а мы целоваться. Как только начнем целоваться, сразу свет зажигают в автобусе. Еще до конца лета аист сел не на крышу, а именно на трубу. А знаете, как говорят, что аист приносит детей? И моя сестра, и двоюродная сестра, и мама увидели этого аиста и захотели же его прогнать, но что-то мне 18 лет нет, и тут аист вдруг садится, а сестра еще на 2 года младше. И они взяли кош, яблоня своя была, и этими яблоками прогоняли этого аиста, чтобы убрался с трубы. Ну, так у них и ничего не получилось. Этот аист, когда захотел, просто сам взял и улетел. А потом, уже когда пришла зима, на коляды. Ну, кто-то там подсказал, говорит, давайте выбросим свои тапочки, выбежим на улицу и бросим тапочки. И если, значит, тапочек-носик, указывая на улицу, уже от дома, значит, уже выйдешь замуж, уже дома не будешь. А если носик будет домой, то еще останешься дома. Мой тапочек туда. Потом забор. И хватаешь, и сколько, раз, два, три, четыре, все четное, значит, будешь иметь пару. Если не четное, потом дрова брали вот так охапком. Не по палочке по одной складывали, а охапками. Потом приходили домой и считали. Если парные дрова по 2 штуки, значит пара. Ну, мне все совпало так, что я уже буду иметь и пару, и из дома выйду. Ну, и так не то, что сказал бы, там, я предлагаю тебе руку и сердце, там, ничего подобного не было. Я, говорит, приеду своим дядькам у сваты. Папа был таким более старшим в возрасте, не хотел его беспокоить, и взял маминого брата с соседней деревни. И приехали на договоры, это так смешно было. Ну вот там уже за столом посидели, все, и уже этот
дядя говорит, что сватам нельзя оставаться ночевать в доме, надо уезжать. И собирались на ночной на автобус ехать назад в деревню. Мы с мужем ботинки спрятали. И он бедный ходил по дому, искал ботинки, чтобы ехать. Так и пришлось остаться ночевать. И еще соображение такое слабое было. Все гостей не отпускаем. Потом мама позывает меня на кухню, говорит, ты подумаешь головой, что ты держишь гостей. Уже что сейчас закуска закончилась. Познакомилась женщина, она работала по брадио в ресторане. И она мне майонез достала. Потому что майонеза даже не было купить. Такие были времена. Сами делали, Володя привез теленочка, мы кабанчика закололи. Вот это было свое. Ну, такие гости были непривередливые. На втором этаже, где вот универмаг старый, на втором этаже было золото. И там было столько народу, что не протолкнуться. И я вот так вот держала эту справку в руке и кричала, пропустите, я по справке. И меня тогда еще расступились, и я пошла до прилавка, и мне продали кольца. Ему было хорошее кольцо, дорогое, а мне низкое пробы, потому что не было другого. Какое было, такое взяли. А так замуж надо было срочно. Платье я купила у одной знакомой в Вильнюсе, а костюм мы купили, пальто ему новое купили в Вильнюсе в магазине. Вильнюс, тогда ж Вильнюс был свободно. Это специально на нашу свадьбу было наткано рушников каждому свату. Завязывали у всех сватов. Называлось крыжевание. Крыжевание, да. Соблюдали уже. У нас, например, вот на свадьбу у нас должна была быть обязательно пара, ассистентка. Так кучей народу не собиралось. Пара обязательно. И сваты были все. Не то, что первый сват, там это называлось первый сват от одной стороны, от другой. Остальные тоже сваты были, не гости, вообще были сваты. Меня приглашал танцевать ягонный ассистент. Типа, те кривые ноги, те умеют танцевать. Да, проверяли. Я должна была ему подарить подарок за это. Потом вот это был не обычай, это уже, наверное, сами выдумали, а его гости не знали. Спрятали меня за шкаф и давайте выкуп. Вот это было первое. У нас еще такого не было раньше. Не, этого ничего не было. Это мои подружки сами придумали ни с того ни с чего. И поэтому никакого выкупа никто не имел. Там поддавали свои конфеты, что были у ЗАГС приготовившие. Споткал, полюбил. И все так, а куда было? 4 мужика дома, больше. Матери нету. Мать погибла в 1974 году. 4, так нечто ж все, хоть приготовил, хоть яйцо пожар, а то встал. Ты с расчетом. Расчетом вы тоже сказали. Треба самому все. Мы жили у моих родителей, и он так к нам пришел, вроде как свой, вот не то, что зять там пришел. Мои родители его считали своим. И он ко всем хорошо относился, никому не грубил, не скандалил, мои родители даже всегда за его заступались, если где-то там какая-то, не за меня, а только за него. Чужой человек в хате, хочешь говорить. Не был ты чужим для их. Знаете, так сказать, чтобы у нас такая уж идеальная семья, обычная семья, и ссоры, и очень тяжело было, когда такая молодая вышла замуж, и что на танцульке хотелось бежать, а тут замуж выскочила. Всегда приготовлен обед, завтрак, ужин. Все, Не обижали его мои родители, ни в коем случае. Коли у них там споры, яка появлялася, так я трохи заступався. Честь був вспильчивий такий, там теща так, я сказав, що поки я тут буду, ви драться не будете. И сразу после свадьбы, еще детей не было, сидите на кухне, и раз меня на колено посадил. О, батька злуется, психует, что это такое? Такие порядки были, строго все. Сельхозтехника строила дом, 35-квартирный, тут на Володарскую, там в микрорайоне за Белорусбанк. В 31-м доме мы жили. Мы не могли привыкнуть к этим этажам, тем более 4-й этаж. И мы решили обменяться на это, хоть, як кажуть, халупа, но я тут себя человеком чувствую. Я не люблю этажи, не переношу. Я больная там была все время. Мне это лестница, вот эти под подъездом
люди, которые сидят, я этого не переносила. Мне надо было огород, а потом даже стало, и когда дети стали подрастать, стало очень тяжело. Была возможность, растили хозяйство свинков, садили больше картошки, кормили. Дети стали студентами, надо было тушенки кормить, давать собойку какую-то. Вот, нам тут было легче. Короче, на который день после свадьбы? На 7 поехал на неделю чи на 2 в рейс. Уже как получил КамАЗову в 1978 году. Поехали туда, Казахстан, Средняя Азия. Месяц. Красноярск. Месяц нету дома. Иркутск. Так, Ни телефонов, ничего. Как связь держали. Никакой связи. Степь. Едем по степи. Едешь, какие через населенные пункты, глядишь, где почта. Но уже потом подарочки какие-то привозили уже любимой жене, правда? Лепший подарок – это я. Який может быть лепший подарок? Как-то у нас не очень было принято там подарки какие-то. Тогда границ этих не было. Советский Союз был. Талоны были, Советский Союз. Заправка всегда была. Но уже к началу Союз разваливаться, тогда более сложнее стало тоже. Талоны изникли. Так я зварил сварщиков, попросил, зварил бак, себе узел, шоколадку на 860 литров. 450 литров имел под кузовом. Вместо основного. Основной был 250, но я больше ураловские 2 баки порезал и их на 450 литров зарубил. Так вот, на такое расстояние выезжаешь с хаты и рассчитываешь, как до хаты вернуться. Так что всего было. Что там сказать? Тяжко. Бандитизм это все. Казахстан особенно, Россия это беспредельщица. В Казахстане Кунг военно КамАЗ обгоняя себе, я всегда ездил 70-90 километров вне населенных пунктов. Вот еду 90, и он меня обгоняет. Значит, он ездит где-то 100-110. И вот он только обогнал, поворачивая рулю вправо и по тормозах. Гроші давай. А откуда гроші? Нема. Так а як заправляєшся, як їздиш, так хозяин заправляє. Определенные заправки, до якої повинен доехать. Гроши там перечислены, и все. Если найдем, один стоит, а 10 человек шукають кабину вернуть. Гроши. Найдем хоть $100, автомат в груди вставивши. Все, ты тут и ляжешь. Найдете, шукайте. А я был зварил сейф такий самодельный. На болти і у лонжеронну раму. От скільки мені треба, я на стоянці якої ночую, переодівся, лег, я відкрив там, взяв на свою потребу і опять закрив. А я не знаєте. Так от, али в Белорусі тут Олександр Григорович скорее навел порядок, чем там по России, по Казахстану. В Средней Азии там люди, приедешь, так пытаются, а вы откуда? И там и номеров таких не видишь. Кажусь, в Беларуси. О, так вы там сами для себя живете, вам добро. В основном сама справлялась, потому что дома было же хозяйство, и надо было, не было, в кухне стояла плита, плита, надо было полить плиту. Вот утром идти на работу, надо, чтобы уже была выпалена плита и закрыть трубу, чтобы еда была теплая. Дети приходят из школы, и они не грели на газе еду. Еда стояла на плите горячая, в духовке. Как-то, понимаете, наверное, потому что молодые, все справлялись. Вот представьте себе, 30 соток бураков ополоть, колхозных, потому что нам за это давали посадить картошку, чтобы свиней кормить. 15 соток картошки давали? Да. И мы пололи эти колхозные бураки. Их же надо не один раз ополоть, а несколько раз.
Родственники помогали, конечно. Мама даже что помогала нам полоть. И зять, который почти ничего не умел. Но... И сосед позвал, поехали, зять едем, покосим бульбовник, чтобы бульбу уже копать. И он не умеючи, первый раз взявши косу, косил, поглядеть на соседа. И дальше, каже, так старается, так старается. Ну, каже, только за то, что он так старался, уважение человек заслужил, потому что он не умеет, но он кося, потому что вот так надо. Да, мне помогали. Я не хочу сказать, что я такая уже была утруженная. Что-то сложное, так, конечно, было у всего. Например, надо было убрать огород, а огород был, знаете, вот там у домах, аж туди под речку. І йдуть ще дружненько, там, хто бураки несе, хто там, ну, лук. А я ще сама тащила, потому что муж был на целине. Ну, всяк бы. В общем, если честно так сказавши, не кайся, рано уставший и вышедший замуж, потому что сама так решила, сама, что на кого обижаться, что вышла замуж, значит, надо жить. А тем более взявши шлюб. Як для него это вообще самое важное. Если взял шлюб, надо еще прощать. У нас тоже было всего в жизни. И чего могло и не быть. 8 внуков. Ну, 1 внук в Москве, 1 у Питере, дочка в Калининграде, средний сын у Слуцку, младший у... еще дочка в Калининграде, правда, живет. И младший самый живет в Минску. Скоро будет правнучка к лету. Вот наша свадьба. Вот брата свадьба, близнеца. Вот брат-близнец, вот они. Вот это наших 3 детей, маленькие еще. Ну, фотографии море у нас тут. Это вот дети нам в Москве сделали такой подарок деду на 70 лет. Смотрите, книга, видите? Вот это невестка с детками. Это вот дед с внуком забитыми носами, будто дрались вдвоем. Вот это наш Андрей. Это дед на своем 70-летии. Вот это внучка Андреева, дочка старшая, которая теперь в Барановичке заканчивает университет. О, какое большущий, 2 метра. А это самый меньший сына. Мирончик. Очень умный мальчик. А его двоюродная сестра взяла меня за руку и завела на кружок рукоделия до Малышевой. И мне так понравилось. И что интересно, что вот эту вот картину, смотрите, во. Ой, где ж она? А во. Подсолнух. Это первое, не подсолнухи, вот это вот, сирень. Это первая моя работа. Вы подумайте, первая работа. Все остальные, мне кажется, легче, это же там тяжело. Там 70 цветков у каждом этом. Вот. Значит, у меня какой-то талант был скрытый, наверное. Ну, мама ж кросно ткала, Нина моя вяжа, шия. Я участник театрального кружка «Маска». Где-то 1,5 года назад я решила, что ну, надо что-то менять. Вот включила телевизор и лежу на диване. Уже так стало круглеть. Думаю, надо куда-то ходить. Ну, а потом, знаете, когда вот идешь в театральный кружок, там профилактика деменции, потом кружок рукоделия, вербочки мы там делали, там игрушки на елку делали. А кружок это само собой 2 раза в неделю, у нас час, а то в другой раз и 2, ездим выступать у Михалишки, в больницу вот ездили, ну, это, потом у Гудагаи. У себя на месте выступаем. Ну, там нас 8 человек всего лишь. Мы не расходились никогда, мы даже ни разу поссорившись не молчали, мы всегда разговаривали. Побрешемся, и дальше нормально. Как 3 детей, так что там можно говорить? А кто там на это теперь обращает внимание? Господи, расходятся и... Ну, я отдал должное. И он, конечно, больше меня терпел, чем я его. Не надо спешить, надо подумать, а потом уже решать. Так я говорю. Так, ну. Ну, быть более правильной, более справедливой. Я так жизнь прожила, что я не думала, ах, что люди скажут. Я хотела, так жила. Ну, я что, як споткав, полюбив, и все. И на все життя.
Нет совета, якого сам себе ти хотів би дати. Ну так до смерти любите. Сколько тут буду В общем, любить? правильный выбор сделал. Поэтому... Да. Понимаете, як вот выходишь замуж, все время думаешь, ах, ты ж самая лепшая, ты одна, ты, и он тебе должен, все должно быть так, как я хочу. А в жизни не так. В жизни надо, чтобы так было, как и он хочет, а не только как ты. Не молчать, когда ссоришься. Если пошли под венец, надо все прощать, не спешить, уступать, любить. Вот такие секреты у семьи Янчевских, которые помогают жить в согласии и любви уже больше 50 лет.